Короткометражная картина нашего земляка и коллеги Максима Рожкова «Инкогнито» взяла сразу 2 награды на международном фестивале «Муви Вэлли». Он недавно проходил в итальянском городе Болонья. Эти победы в номинациях «Лучший международный игровой фильм» и «Лучший художник-постановщик». Это, кстати, единственная работа из России, которая вышла в финал киносмотра. Елена Кононова о нашем земляке. Это наш сегодняшний каскадер. Он только что... Привет, я подготовился, привет. Я отлично себя чувствую. Вот так снимали один из самых опасных моментов короткометражки «Инкогнито». Как главного героя молодого байкера сбивает машина. Автомобиль реальный, а вот велосипедист и его железный конь сделаны на 3D-принтере. Детали красил сам режиссер картины, наш земляк Максим Рожков. Во время съемок крохотные макеты привязали к леске и дергали раз за разом. Главный герой картины в автокатастрофе теряет ногу, но не теряет надежду вернуться в спорт. Для этого нужен хороший протез, дорогой. Чтобы достать деньги, молодой человек начинает грабить одиноких прохожих. Сюжет психологически непростой, с печальным финалом. Над созданием фильма работали не 1 месяц. Искали подходящего артиста, брошенное здание для героя, кадры проезда по заснеженному склону и падения вовсе сняты во Франции одним крутым байкером. С музыкой тоже было непросто. Ноты произведения английского композитора Георга Генделя пришлось заказывать в Лондоне. Сама запись проходила в Санкт-Петербурге. Помогали хорошо знакомые сыктывкарцам концертмейстер Ребекка Магомедова и продюсер, а в прошлом солист нашего театра оперы и балета Ефим Завальный. В итоге за 2 года в багаже фильма «Инкогнито» престижные европейские и американские награды. Последние 2 получены буквально на днях на международном фестивале короткого метра в городе Болонья. Оценка итальянских коллег, которые, по мнению режиссера, крутые в изображении, пожалуй, самая высокая. Отличная работа со светом, монтажом и картинкой. Блестящая режиссура, которая позволяет построить повествование, не требующее слов. Доброе утро. Вы смотрите программу «Утром с вами». Напоминаю, сегодня 27 августа, День советского кино. А это 90-е годы. Передача «Утром с вами». В эфире тот самый Максим Рожков. Многие в коме еще помнят его как ведущего «Обеденного часа» или «Музыкального бутерброда». Это было дико безумное время. И вместе с тем очень интересное, вспоминает Максим работу в Сыктывкаре, когда можно было творить, придумывать что-то новое и позволять какие-то шалости в эфире. При этом тебе не обрезали крылья, поэтому неудивительно, что со временем его потянуло в Москву. Когда я в Москву приехал, да, мне удалось каким-то чудом снять музыкальный клип. Ну, там было буквально так, нам позвонили в редакцию, где я был редактором, и сказали: а вы клипы не снимаете? И режиссер уже сказал: нет, не снимаем, собирался. Я перехватил эту трубку, сказал: Рома, скажи, пожалуйста, что мы снимаем клипы. Он говорит: да, мы снимаем клипы. А кто, говорит, снимает? Я говорю: я снимаю. Ты снимал? Нет. Хорошо, вперед. Мы сняли какой-то клип безумный, потом еще один. Были клипы для «Серебра», «Максим», группы «Танцы минус» и многих других эстрадных звезд страны. Но сегодня для Максима Рожкова это уже пройденный этап. Сейчас он мечтает о кино. Тем более и опыт уже есть. Работал над сериалами. Кроме того, как мастер комбинированных съемок, в качестве режиссера снимал отдельные сцены для таких фильмов, как «Метро» и «Чкалов», успешно используя при этом макеты. У Максима много идей. Одна из них – снять свой сериальный пилот. Главное при этом не оглядываться назад, все время двигаться вперед. Самые крутые вещи впереди. Елена Кононова, телеканал Юрган.